что, обратная дорога. Уезжаем из Якутии. Приблизительно еще 700 километров. Я уже буду в Тынде, уже Амурская область. Переправился через Качекаца. На основной переправе огромная очередь была. Я не знаю, сколько я бы там стоял, но в Качекацах я сразу заехал на паром. Переправился очень быстро. Вот такая вот хорошая дорога. То есть она на самом деле, пока я в Якутске был 3 недели, она как-то улучшилась даже, потому что ее делают прям в процессе. Вот, и зачастую участки прям абсолютно новой дороги появляются вот так вот за месяц. Сегодня в полдень 8 июля я выезжаю из региона 14 и въезжаю в Амурскую область. Ровно в том же месте, что я и останавливался, когда въезжал сюда, получается, 16 июня. Вот, то есть, получается, порядка 23 дней, 24 я тут провел. Они пролетели, в общем, как один день. Вот такая вот красота. Ну, сейчас тут тепло, градусов, наверное, 15-18. Когда я въезжал, шел даже дождь со снегом. Было все 4 градуса. Такой вот стланник красивый. Очень красивое место. Дневная Тында. Полдень сейчас. Вот речка Тында. Очень красиво, уютно. Там вот вокзал. Центральный тот самый. Это как раз та самая станция, которую строили на Байкало-Амурской магистрали Москва. Москвичи. Ну и, кстати, я увидел тут несколько автомобилей с московскими номерами. Вот даже впереди сейчас такой едет. Хотя это редкость вообще здесь. Такие вот красивые озера на границе Читинской области, Бурятия. Такие вот красивые серпантины между Забайкальем и Бурятией. В ту сторону ехал, было ночью, а сейчас вот днем видно хорошо. Но дорога, конечно, разбитая. Один из самых разбитых участков на всем пути. Вот такие вот луга в Бурятии. Бескрайние. Так, проезжаем стелу. Точнее, не стелу, а надпись вот эту вот известную. Такие вот красоты дальше продолжаются. Это такой, в общем, серпантин. Тоже это примерно тот же самый район. Где-то километров 80 от Улан-Удэ, наверное. Со стороны Читы. Чем-то, кстати, напоминает район
Северобайкальска, Нижнеангарска, мыса Котельниково. Тут гора Спящий Лев в Тарбагатайском районе. Тут рядом находится село Тарбагатай, очень красивое, входит в наследие ЮНЕСКО. Вот, а это такая вот возвышенность. Это, я так понимаю, река Селенга, которая протекает через Улан-Удэ. Всегда плавают, выбрасываются. А это точно я им подвал. Сейчас будем проезжать через Селенгу. Вот мост. Получается, после Тарбагатая, Тарбагатайский район, видимо, вот потрясающий вот этот. Вот она, река Селенга. Очень красивое место. Какой-то даже немножко тропический пейзаж какой-то необычный, самобытный. Много очень тук-тук. Мы въехали в Иволгинский район. Вот это вот Датсан, самый большой в России Иволгинский. Такая вот красота. Машину отмыло, сильный дождь был. Распогодилось вообще идеально. Это Иволгинск. На территории Датсана играет, по всей видимости, слепой музыкант. Он играет и на пианино, и на виолончели. Играет хорошо. Ну, это вот. Это такое кафе.
Вот он, Транссиб, Селенга, в районе Улан-Удэ. Кемеровская область. Район Кемерово. Такая вот красота. Это Кемерово. Интересный город. Тут много трамваев, холмов. Такой он, в общем, достаточно приятный на самом деле. Очень зеленый. Подъезды к нему очень красивые. Самобытный, в общем-то, достаточно город. То есть он пока что мне ничего не напоминает. Ничего другое. Это река Томь. Ну и мы как бы въезжаем по навигатору в центр. На центр похоже, но сейчас посмотрим. Возможно, днем тут очень много людей. Ну тут такой большой очень частный сектор. Мне кажется, тут красиво должно быть зимой в этом городе. Ну да, это центр. Такой вот город. Очень позитивный и классный. Здесь совершенно фантастически пахнет вот эти вот растения, да, вот эти вот
деревья, которых очень много. То есть прям центральные улицы все очень зеленые. Скорее всего, когда-то и Москва такая же была зеленая, вот, но сейчас она уже не такая зеленая, а тут очень свежий воздух. И очень уютно себя чувствуешь. И много вот таких вот сталинских домов с красивой архитектурой тоже. Перекрестки перпендикулярные, просторные улицы, широкие тротуары, очень хороший, видно, что общественный транспорт и очень много кафе, всяких баров. Приятные люди, нарядные на улице. Атмосфера отличная. Вот такой вот интересный дом. Здесь очень хорошая пешеходная инфраструктура и очень хорошая подсветка. То есть все здания прям вписано все вот идеально. Очень приятный город. Новосибирск. Такая вот какая-то авария здесь, из-за этого пробка. Вообще, надо сказать, приятное место очень. Вот, я не хочу обижать людей, которые тут живут. Но даже не то, что там не в плане людей, а именно как бы место само, вот оно. То есть люди, обычные, да, вот. Вроде все в порядке. Но вот что-то здесь не так, потому что плохие дороги, то есть как бы они неплохие, но пробки очень большие в городе. Вот. И в городе, и вот, пожалуйста, я сейчас как бы по там какой-то кольцевой еду в сторону Омска. Вот первый раз за все движение встал вот в такую вот историю. Ну, кроме там переезда одного под Красноярском, вот, но это как бы нормально. А здесь вот я не знаю, сколько я тут буду стоять. И какое-то вот все здесь такое, то есть все на нервах прям вот это чувствуется. Вот. В общем, приключения продолжаются, начатые в Новосибирской области. То есть я сейчас вот между Новосибирском и Омском. Видно было, я не знаю, там Омск 207, Новосибирск 354. Значит, тут связь 4G, на заправке говорят, связи нет. Вот только наличные, ни чека, ничего. Ну, я заправился, потому что уже, короче, уже надо было. Вот. Значит, сейчас вот в двух местах пытался остановиться. В одном месте остановился, думаю, так, передохну немного. Встал там в тенечке за фурой. Тут же подходит охранник, чтобы я отъехал. Вот, только за деньги стоять можно. Вежливо, но тем не менее. Вот. У кафе тоже какая-то суета, в общем, даже вот не хочется, допустим, из машин выходить и оставлять ее не запертой, да, вот уже вот это вот чувство, оно ушло, что можно оставить хоть там слиток золота и ничего не будет. Остановился во втором месте. Значит, термосы мне наполнили за 20 рублей за термос. Вот. Значит, на кухню там тоже я как бы, так заглянул, вот, попросили выйти. Тоже, в принципе, вежливо. Вот, значит, в душе не было воды. Но опять же, деньги вернули, да, вот, тем не менее.
В магазине ассортимент очень маленький. Значит, в туалете там бумаги не было. Ну, сказали, опять же, там, я когда рассчитывался, мне как бы сказали, ну, там, типа, бумага вот на столе. Вот. Ну, на кассе. В санкомнате. Опять же, да, вот. В общем, какой-то такой непонятный. И очень много этих оводов. В общем, такое местечко, конечно, вроде бы вот Кемерово было, да, Красноярск. Я уж молчу про Улан-Удэ, там вот эти все города, Читу. И я про это даже не говорю. Ну, здесь уже какой-то начинается. То есть, на самом деле, мне кажется, интересно, что дальше будет. Но пока что такое ощущение, что даже в Москве такого нету. Вот, то есть, как-то... и очень много еще камер. Причем они в каких-то странных стоят местах. То есть, там ограничение 70, зачастую там, где совершенно непонятно, откуда оно берется. На прямых участках дорог, вне перекрестков, пешеходных переходов, просто вот 70 и все. И, не знаю, я тут один раз проехал на камеру, вроде нарушил. Не знаю, придет штраф, не придет. Вот так вот. В общем, продолжаются интересные наблюдения. Заехал я сейчас в кафе. Вот тоже это Омская область. Опять оплаты нету от карты, опять, значит, перевод. Ради интереса спросил воду, тоже, значит, не наливают. Вот, и, кстати, в предыдущем месте холодную воду налили в термосы, ну, то есть, как холодную? Ну, не горячую, короче, то есть, такую тепленькую, вот. Хотя грели, я там ждал, они сказали, подождите. Ждал, короче, я не знаю, в общем, долго. Время 22 часа, температура, ну, за 30, то есть 31 где-то. Так вот. Ну и, кстати, еще вот в кафе блюдо подали абсолютно не соленое, не такое, в общем-то, ну, далекое от кулинарного изыска. Все какое-то обшарпанное, совсем уже, то есть такое прям совсем обшарпанное. Вот. Машин мало, кстати, ну, относительно. Вот есть, конечно, но дороги похуже чуть-чуть, чем в Красноярском крае, хотя, ну, неплохие, то есть так, в общем. Пока еду по где-то Курганской области или Тюменской области, между Курганом и Омском, подъезжаю сейчас к Кургану, хочу обсудить такой интересный момент. Где-то я читал статистику официальную, что в год погибает на дорогах России что-то в районе там 14, по-моему, тысяч человек. Вот. Раньше было больше, сейчас как бы статистика улучшается. Там лет 10-15 назад было больше. Вот. В районе, может быть, там 20, по-моему, тысяч. Вот. Ну, какие-то такие, в общем, цифры. Значит, я, считай, проехал, ну, грубо там 20 тысяч километров сейчас вот за поездку свою. За там 1,5 месяца. Ну, чуть меньше. Вот, и, соответственно, проехал я по основной дороге вообще в России. В городах поездил в том числе. И, собственно, я вот за все это время, да, вот, не видел ни одной тяжелой аварии. В принципе, то есть один раз я видел перевернувшуюся фуру. Видимо, ее просто неправильно загрузили, она опрокинулась на ухабе. Вот. Ну, я думаю, что там
последствий особо никаких не было, кроме убытков. Один раз я видел девушку, которая вылетела на щебенке с трассы, но опять же она в порядке была, вот, абсолютно, то есть на ней ни царапинки не было. Один раз я видел, как, по-видимому, в бензовоз сзади врезался Land Cruiser 200-й. Вот. Он, кстати, был вообще прям в смятку, вот, но люди стояли рядом, с ними все в порядке было. И видел еще какую-то легкую аварию. Просто там несколько автомобилей столкнулись. Ну или может быть 2 таких аварии. Ну то есть вот считайте, да, сколько аварий всего. Получается 5, наверное, да, то есть легких аварий, причем легких. Из этого всего, ну, что можно сказать? Вот, у меня есть, конечно, такое подозрение, что вот эта цифра 15 тысяч, да, 14, она, ну, совершенно неправильная, и она очень сильно завышена. Есть такой сервис еще какой-то, ДТП, что-то там. В общем, показывает карту ДТП за последние 7 лет. Можно посмотреть, но я не знаю, всю Россию или нет. Москву точно можно, и Питер можно. И там, ну, видимо, статистика такая, как бы, реальная. Вот сервис какой-то, по-видимому, экспериментальный, но данные реальные, потому что я знаю по своему району авария, знаю, как бы их там расположение, где я живу просто вот. И в год что-то в Москве там погибает порядка 250 человек. Вот, это вообще вот, это вообще всех, то есть это там, что там, пешеходов всяких, велосипедистов, там, мотоциклистов, вообще всех. Во всех абсолютно авариях. Ну, Москва, я думаю, генерирует там половину, наверное, трафика. Ну, может быть, там, не знаю, 5-ю часть, но я думаю, что, наверное, ближе, на самом деле, к половине. Там все-таки опаснее в Москве, вот, чем вот так вот на трассе в среднем. И как бы просто, ну, если вот эту цифру 250 экстраполировать на всю Россию, да, то 14 тысяч там тоже никак не получится. Мне так кажется, по крайней мере. Я думаю, что это завершается, во-первых, чтобы резерв был снизить, сказать, что вот, смотрите, мы там строим дороги, все как бы все улучшается, вот мы такие вот молодцы. Во-вторых, чтобы какой-то был всегда такой аргумент потратить, в общем, побольше денег на всякие там какие-то барьеры, еще что-то. Вот я, кстати, еду, да, тут практически нигде нет разделительных. Тем не менее, все нормально. Да. Значит, возможно, это еще делается, чтобы просто поддерживать какой-то определенный уровень там, какой-то паники, да, вот. Ну, просто чтобы люди, да, все время были на стреме. Ну и отвлекались от каких-то других, может быть, мыслей. Также, наверное, это повышает оседлость людей. Это как бы тоже слишком сильно ездящие люди, там какие-то путешествующие, это тоже, наверное, всем это надо. То есть это улучшает связи, да, усложняет между людьми. Это тоже как бы атомизированные люди, это, ну, по-видимому, это как бы кто-то в этом какие-то видит, в общем, выгоды. Мне так кажется, потому что это очень интересный, на самом деле, момент, да, вот, насколько, причем это сложно очень проверить, то есть пока ты вот так вот не проедешь, да, вот,
ты это не рассчитаешь. Я думаю, что какие-нибудь дальнобойщики, допустим, да, вот, ну, вряд ли они об этом задумываются. Вот. А вот так вот, как бы, гражданские же редко ездят вот так по трассе. Вот. И, кстати, если говорить про статистику, вот как науку, да, это как раз у нас распределение Пуассона. И даже я вот прикидывал по распределению Пуассона, там тоже получается, что вероятность как того, что при 14 тысячах погибших в год я за полтора месяца 20 тысяч километров не увидел ни одного как бы из этих погибших и ни одной такой тяжелой даже аварии, да, она, вот эта информация, она говорит о том, что ну, либо мне попалась какая-то совершенно необычайная выборка, вот как раз, кстати, в Курганской области Стелла была, либо что мне попал, что, соответственно, гипотеза о том, что среднее количество погибших в год 14 тысяч, она неверна. Ну, насчет выборки, ну, сложно сказать, насколько она репрезентативна или нет. Вообще, как бы довольно долго путешествие идет. Вот, и, наверное, она все-таки достаточно репрезентативна. Вот. А как бы я вот сейчас вот думаю, может быть, еще это связано, вот это вот завышение числа погибших с продавливанием всяких вот этих вот ремней безопасности, каких-то подушек. То есть все это, ну вот у меня, допустим, в машине это есть, да, и я на самом деле этим доволен. То есть очень хорошо себя чувствуешь, причем ремень такой очень хорошо работающий, прижимает прям тебя вот и блокируется, когда скорость какая-то набирается. Но все это просто стоит же больших денег, да, то есть вот так вот в массе своей. Может быть, это еще как-то сыпется с вот таким вот маркетингом. Но все это наталкивает, на самом деле, это вскрывает такой момент, что, видимо, огромное количество статистики, оно на самом деле искажается. Причем здесь вот мы то есть смотрим, да, мне кажется, в год в России погибает, ну если в Москве там 250 человек, ну я думаю, что максимум 1000. Это вот прям вот максимум. Я думаю, что в большинстве этих случаев мы на самом деле можем прочитать в новостях, потому что обычно пишут там, какой-нибудь автобус там врезался там в опору моста, там, ну вот такие случаи, они обычно освещаются всегда. Какие-то жесткие, да, где есть детальные исходы. И они, в общем-то, все на самом деле условно. Поэтому ну вот 1000 человек, да, максимум. А нам говорят про там 14-15 тысяч. Ну вот, пожалуйста, да. В 15 раз. Еще и это совершенно невозможно заметить. Вот. Кто знает, какая еще на самом деле статистика искажается, каким образом и зачем. Это очень интересный вопрос. Еще одно вот интересное очень наблюдение. По трассе еду, вот сколько уже проехал, практически нет автомобилей из Москвы. Ну, легковых вообще практически я, наверное, встречал. Ну, в общей сложности, я не знаю, ну вот несколько раз за 50 дней там, да, вот. Ну, чуть меньше я еду. Вот, и причем, вот, кстати, ну, обычно как? Обычно, вот, если едешь, то все-таки в каком-то регионе, там основное это автомобили из этого региона. Прям переезжаешь границу и как бы сразу меняются номера.
Вот. Но часто на самом деле видны автомобили из каких-то соседних регионов. Причем это могут быть какие-то маленькие регионы, типа там Курганской области, допустим, это же небольшой, как бы, да, там по населению регион. Тем не менее, они как бы ездят. Вот их можно увидеть и в Челябинской области, допустим, да. Вот очень много, кстати, автомобилей из Приморья, вот оттуда. 25-й, 125-й. Так вот, значит, вот интересно, да, почему так? Потому что автомобилей в Москве очень много. Как бы автомобили в основном новые, много всяких кроссоверов. То есть, по идее, как раз ты их покупаешь, чтобы ездить по какому-то, ну там, по трассе, там, да, по каким-то участкам, где, может быть, там разбита дорога немного, да, вот. Но почему-то люди на них вообще не ездят, то есть из Москвы. Мне кажется, это все еще связано с очень высокой степенью индивидуализации в Москве. Вот. И потому что вот эти люди из других регионов, которых я как бы вижу, да, они в большинстве своем все-таки ездят семьями. Вот. То есть в Москве как бы семьи ее в принципе нет. Вот. Есть, конечно, исключения, да, но это вот есть у меня там знакомые даже такие были, но у них как бы тоже в итоге там не очень все хорошо закончилось. Вот, вот это, конечно, печально и интересно, то есть, да, вот. Мне кажется, это связано как-то. Ну что ж, это у нас Миас, один из самых прекрасных городков вообще, которые я когда-либо видел. Я в нем уже второй раз. Сейчас мы подъезжаем к озеру Тургаяк, жемчужине Челябинской области. Погода сегодня пасмурная. Вот, ну, может, это и неплохо, потому что от жары хотя бы отдохнуть какое-то время. И людей поменьше, хотя сегодня суббота. Вот, собственно, полно места. Вот это вот озеро Тургаяк. Кстати, масса маршрутов вокруг него разных, пешеходных. Здесь вот так вот можно сесть, посидеть. А вот это вот Сим ночью со смотровой. Вот так он выглядит. Поднимался я на него в светлое время, ну а сейчас уже ночь. 2 часа ночи где-то вот. И вот машина заезжает туда в сторону Челябинска. Тут начинается такой уже серьезный серпантин с серьезными уклонами и поворотами. И где-то он примерно вот до Миаса отсюда около 190 километров. Они практически полностью проходят, ну, километров 150 проходят по вот такому вот серпантину. Видел тут одну в районе там Златоуста первый раз серьезную аварию, реально. Одна фура врезалась в другую сзади, вот, и там собралось где-то человек 20 рядом, пытались выжать дверь, чтобы водителя вытащить. Он там висел на ремнях. В общем, вот. Ну, здесь как бы участок реально опасный. И машин много.
Это вот на границе Башкирии и Татарстана. Получается... Так, сейчас я поймаю в кадр. В общем, вот видны вышки, да, нефтяные. Не вышки, а как это правильно, в общем, называется. Их тут на самом деле огромное количество. То есть они так вот расположены по всей, в общем, вот, по всему полю. Видно, как она работает. Ну и тут, видимо, идет какой-то нефтепровод, в общем, какой-то такой индустриальный. В общем, интересный достаточно кластер, скажем так. Вот. Там какие-то горы дальше идут, ну такие невысокие. Все очень чисто и аккуратно. Ну вот, да, еще съемки. Вот это вот получается граница между Оренбургской областью и Татарстаном. Они тут сменяют друг друга. Вот это вот на самом деле самая большая пробка, которую я вообще встречал. То есть это вот ее конец. Она получается где-то километров 12 прям вот подряд. Вот так вот машины стоят. Там какой-то ремонт дороги, реверсивный светофор. Но я стоял буквально, наверное, 5 минут. То есть в ту сторону трафика намного больше. Ограничение 110 было. Это Самара, собственно. Такая вот дорога. Сейчас тут просто развязки. Поэтому ограничение 90, а так было 110. Первый раз за всю дорогу я вижу ограничение 110. И дорога реально, конечно, очень хорошая. Тут такие поля в основном. Чем-то это похоже, наверное, на Читу. Вот, чуть более такое зеленое все, потому что Чита, она вообще степная. Ну, тоже довольно, видимо, тут красивые закаты. Такие, конечно, в Чите. Вот. Сейчас, наверное, опять будет ограничение 110. В общем, приятное тоже. Приятное впечатление оставляет. Вот это вот Тольятти. Не особо видно, но такой тоже зеленый на самом деле город. Многоэтажный. Чем-то, кстати, напоминает на самом деле Красноярск. Ну, такой в миниатюре. Очень зелено. И, кстати, очень чисто. Да, вот такая вот вывеска. Жигулевск. Тольятти. Вот такой вот кайфовый вид. Называется Переволоки. Это в районе Тольятти. Чуть дальше. Тут огромное количество рыбных магазинов. Собственно, в каждом практически доме какой-то рыбный магазин. Вот. Волжская рыба. Такие вот виды в Поволжье достаточно, на самом деле, достаточно плохие.
Сейчас вот откроется долина. Слева там Волга. В общем-то, ну, ее не видно, но она там в паре километров, наверное. Такая вот красота, на самом деле. Зелень, ну, все-таки долина реки. Такое богатство, очень чисто. Это город Хвалынск, Саратовская область. Старая каланча, старинная каланча, огромное количество старинных зданий. Такое вот здание. Сейчас в нем гостиница Серебряный век. Шикарнейшее здание совершенно. И вот здесь вот набережная Волги. Вот город застраивался с конца 18 века. В нем сохранилось огромное количество старых зданий. Волга. Там вот, кстати, горнолыжный курорт. Оно тут широкое. На самом деле это место напоминает Лену. Вот, особенно напоминает Покровск. Ну, Хвалынск, конечно, больше намного, чем Покровск. Как раз здание в отличном состоянии, все очень чисто. Вот, кстати, как раз Хвалынская тропа, пристань в Хвалынске. Много очень рыбы ловят, на самом деле, огромное изобилие, множество всяких памятников. Это Крестовоздвиженская церковь, удивительная по своей красоте. И здесь очень хорошая территория, и в том числе в миниатюре копии разных храмов, в основном разрушенных, насколько я понимаю, в других городах. Такой вот прекрасный домик снял я в Хвалынске. Вот здесь вот такой вот вид, потрясающий совершенно на, получается, курорт горнолыжный. Вот там вот. Вот. Отделка дверей, сами двери подлинные тоже. Угу. Постройки дом 1860-го сам выходит. А это что такое? Для Это книги для какой-то? чтения стой? книг, да. Ага. В общем, когда это здесь раньше, как самый первый дом Михаила Алексеевича Радищева, жил его дядя, купец Михайлов. Он был старообрядец, поэтому это, скорее всего, от него осталось. Смотрите, вот витрины тоже эти исторические. Еще при жизни Михаила Алексеевича Радищева он здесь устраивал как бы музей, был при нем в начале 19 века. В выходные дни он приходили гости и хвалынских он звал гостей, и приезжие, и смотрели его выставки. Это вот дом Радищева, где находится краеведческий музей города Хвалынск. Вот такое это здание снаружи. Такое вот красивое. Двери.
музея, музей Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Родился в 1878, умер в 1939. Родился в Хвалынске, здесь. Умер в Ленинграде. Вот это вот картина 98 года хвалынского художника Серова. Называется она без названия. Метафизический смысл картины таков, что наверху, то и внизу, в основе земных деяний, лежат небесные. Эпиграфом к этой картине могут служить слова Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей». Когда-то Петров-Водкин сравнивал художника с иоловой арфой, реагирующей на нежнейшие колебания воздуха. То есть художник интуитивно прозревает будущие события. А вот и другие картины разных художников, по-видимому, местных. Вот родители художника Елатанцева. Вот он сам. А музей Петрова-Водкина. Это просто... А это разные иконы из старообрядческих монастырей. До революции Хвалынск был резиденцией раскольнических архиереев. И с конца XVII века Хвалынск привлекал к себе людей, спасавших старую веру от новых обрядов. Раскольники строили скиты и жили как монахи. Они принадлежали к бегло-поповскому согласию. Главным центром у них было Рогожское кладбище в Москве, и они там собирались. Вот это вот Пенза. Проезжаю по М5 через Пензу. Вот я тут специально не останавливаюсь, но вот такой вот, в общем, такая вот застройка, немножко как бы пиковская, фактически. Большой город, еду уже какое-то время. В принципе, вот как-то в основном вот такое все оно и есть. Вот они, новостройки пензенские. Так, ну и, собственно, заканчивается Пенза. Итак, я сейчас где-то в районе Рязани. Получается пробег общий за всю поездку порядка 21 тысячи километров. Телефон предательски отказался заряжаться где-то в районе 100 километров назад. Ну, то есть вот практически у Москвы у него умерла функция зарядки, и у меня осталось 6%. Вот. Поэтому, как бы, видимо, я хотел просто записать уже окончание, да, вот, поездки, но, видимо, не получится. То есть сегодня, в общем, какой у нас 19 июля 2023 года. Получается, так, в июне сколько у нас дней? 30. 49 дней я ездил. 49 день. Ну, как-то так. В общем,
Я думаю, что я еще отдельно запишу какие-то комментарии потом. Не знаю, как я это смонтирую, но, в общем, из-за сломавшегося телефона фактически вот я фиксирую просто сейчас пробег. То есть я когда выезжал, у меня есть фотография, я не снимал, но у меня было где-то порядка 8300, да, вот 8300. Запись есть в сервисной книжке. 29 мая я проходил ТО. Ну, сейчас вот еще до Москвы я, наверное, километров 250 проеду, вот, до дома. Ну, вот так вот.